Смерть восьмиклассника школы номер 72 в Бишкеке и смерти девятиклассника школы номер 39 в Карасуйском районе свидетельствует о том, что рэкетирство в учебных заведениях остается актуальной проблемой и по сей день. По убийству ученика в столичной школе ведутся следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В 72-й средней школе, общеобразовательной школе, был случай с восьмиклассником, который повлекло смерть несовершеннолетнего ребенка. По данному факту данный факт не был в начале дела не было подтверждено. После того, как родители обратились с заявлением, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по данному факту проводятся все необходимые следственные действия. Также назначены судебно-медицинская экспертиза и другие соответствующие экспертизы. По убийству школьников в Карасуйском районе возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда». Задержан подозреваемый ученик 11 класса. По Карасуйскому району также был случай, что 12 февраля в средней школе имени Султанова, там несовершеннолетний ребенок, ученик 9 класса, от полученных телесных повреждений скончался, не приходя в сознание. В данном случае имеются прямые показания свидетелей, очевидцев, которые указали на лицо, которое совершило данное преступление. В отношении него в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Инцидент между несовершеннолетними, закончившийся летальным исходом, произошел и в городе Кант 22 января. Там скончался ученик 2008 года рождения. По результатам проведенных следственных действий был задержан подозреваемый, тоже 2008 года рождения. В порядке статьи 96 Уголовного кодекса он был водворен в изолятор временного содержания. По результатам проведенных следственных действий несовершеннолетний гражданин с инициалами Р.А. 2008 года рождения был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следственная служба ГУВД Чуйской области направила в мэрию Канта постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению данного преступления. На основании этого директору средней школы гимназии номер 3 города Кант объявлен выговор, а социальный педагог освобожден от занимаемой должности. В Кыргызстане уголовная ответственность наступает с 16 лет по особо тяжким преступлениям, таким как убийство или изнасилование. В первую очередь сами родители подростков должны понимать, что несовершеннолетний возраст не поможет ребенку избежать уголовной ответственности, если он совершит особо тяжкое преступление. Поэтому главное правило для родителей – это разговаривать со своими детьми, вести разъяснительные работы и иметь с ними доверительные отношения. На подростковый период для него авторитетом являются его сверстники. Если возьмем другие периоды, когда дошкольник для него авторитет – это учитель, или же дошкольный – это когда родитель, в подростковом периоде именно сверстник для подростка является его авторитетом. Мнение сверстников для него важнее, нежели то, что говорят родители. Поэтому в такой период именно для родителей важно сохранить доверительные отношения с детьми. Но чаще всего родители сейчас многие работают же, пытаются успеть, чтобы прокормить своих детей, обуть их. Иногда бывает, что родители просто забывают делать обычные ежедневные разговоры. Как у тебя дела? Что ты сегодня делал в школе? Как ты чувствуешь себя? Что у тебя нового происходит? Просто, скажем так, именно вот эта тонкая такая доверительная связь между ребенком и родителем, она должна быть. В борьбе с такими негативными явлениями в жизни подростков должны активно участвовать и педагоги. Один из действенных способов – это анонимное анкетирование. Его можно проводить в любое время, а анонимность помогает получить от подростков точные ответы. Помимо этого, родители должны иметь тесную связь с педагогами. Анонимное анкетирование – один из лучших методов борьбы со школьным рэкетирством. Школьникам задаются конкретные вопросы, на которые ученик может ответить, ничего не боясь. Создавая доверительные отношения между учениками, педагог сможет помочь в предотвращении рэкетирства в школах. Искоренение рэкетирства в школах требует комплексного подхода. Это работа педагогов, воспитание дома и разъяснительные работы инспекторами ИДН. В каждой школе Кыргызстана планируют открыть кабинеты инспектора по делам несовершеннолетних. Такое решение принято на встрече главы МВД Улана Ниязбекова и министра образования Доктургуль Кендирбаевой. Задача инспекторов – проводить разъяснительные работы и следить за подростками, находящихся в зоне риска.
Основная задача инспектора ИДН – проводить профилактическую работу именно в школе. То есть это не ограничится лекциями, беседами. Здесь основная работа именно проведение круглых столов, заинтересовывать детей, проводить конкурсы своими силами, награждать детей, которые дают им позитивную энергетику для дальнейшего будущего. Хотелось бы отметить, что именно Министерство внутренних дел Кыргызской Республики мы группой выезжаем на места, организовываем встречи со школьниками и проводим работу, лекции именно на правовые темы. То есть подростку объясняется, что такое преступление, что такое правонарушение, какие меры наказания они могут получить за эти деяния. В борьбе с подростковым рэкетирством главное – гражданская ответственность каждого ученика. Рэкетирство в школах – это такая ситуация, где молчание не золото. Активное участие каждого из нас в решении этой проблемы, открытые обсуждения и привитие у детей отторжение к любым проявлениям жестокости и неправомерных действий. Главные шаги к победе – рэкетирство в школах. Адилет Тимирланов, Аймирим Назарова, Мирлан Джаныбеков, ЛТР Бишкек.